С фальсификацией истории начались конфликты между грузинами и абхазами. 1990-е годы — это пик, а до этого были этапы конфликтов. Так как в истории нам придется сказать об этом, то мы должны с самого же начала сказать, что грузины и абхазы были в согласии и добрых отношениях друг с другом. Так прошли они столетия. Но есть некоторые вопросы, из-за которых в определенный период по инспирации внешней силы возникла конфликтная ситуация. Уже в 20 веке, в 1907 году, выходит книга некоего Воронова, которая называется «Абхазия не Грузия». И это тоже было инспирировано. Идет игра на национальных чувствах абхазов. А делает это кто? Русский Воронов. Кто он? Никто не знает, кто он. Чего он хочет в Абхазии. Так что здесь адресаты инспирации известны. В это время хотят внести определенное замешательство в наши отношения. В 1921 году, когда произошла советизация Грузии, конечно, произошла и советизация Абхазии тоже. Был заключен так называемый союзный договор. То есть с 1921 года существует союзный договор, однако есть сепаратистская часть абхазов, которой это не нравится. Среди тех, кому это не нравится, есть Нестор Лакоба. Он в историографии признан довольно положительной личностью, и, может быть, он и сделал много хорошего, но он человек, который смотрит на все это отрицательно. В 1931 году уже происходит то, что было проведено чрезвычайное собрание, чрезвычайный сход, где эта договорная республика Абхазия присоединилась к Грузии с автономным статусом, то есть как Абхазская автономная республика, Грузинской Советской Социалистической Республики. И за этим тоже последовали определенные сопротивления и определенные тяжелые отношения. Это произошло в 1950-х годах, когда скончался Сталин. Скончался Сталин, и в скором времени арестовали Берию, а потом он был наказан. Больше нет так называемой бериевщины. А теперь какие у абхазов аргументы? Они говорят, что Грузия сделала то, что на территории Абхазии поселила грузин в массовом порядке. А в частности, они обвиняют в этом Сталина и Берию. И действительно, в некоторых селах Гудауты, а также в Бзипском ущелье были поселены грузины. Это население было переселено туда из Рачи, где оно находилось в трудном положении. Да, это случилось, однако они в другое время не обращают на это внимания, но когда им понадобится, они пользуются этим аргументом. Они несколько раз даже поставили этот вопрос. У них был один человек, который был лидером этих сепаратистов и при этом занимал должность. Они захотели, чтобы этот человек стал первым секретарем Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузии. Абхазы выдвинули его кандидатуру, и это дело дошло до бюро Центрального комитета. Но когда этому человеку задали вопрос о том, что будет, если тебя назначат первым секретарем Абхазского областного комитета, тогда этот человек представил свой план и ответил: «Я буду выселять все переселенные народы». Тогда и отказали ему, в том числе из-за этого.
На этом широком собрании, состоявшемся в Лыхне, под обращением подписались все, особенно представители политической элиты. Единственным человеком, который не подписал лыхнинское обращение, был председатель Совета министров Абхазии Атар Зухбае, грузин по национальности. Но в этом, чтобы он не подписал обращение, поспособствовали и сами абхазы. Оказывается, они сказали Атару Зухбае: «Мы, абхазы, и вынуждены делать это, а ты как хочешь, так и решай». Здесь есть одна интересная история. Когда он не подписал обращение, вышел оттуда, подошел к машине и собирался сесть в машину, тогда люди погнались за ним. Я знаю это в деталях. Оттуда за ним последовал тогдашний партийный руководитель Гудауты по фамилии Озган. Озган сопровождал Атара Зухбая, дабы мирно вывести его оттуда. Затем Атар Зухбай работал в Тбилиси, одно время он также работал и в Академии наук Грузии. Вот такая была тогда ситуация. Это был удар кинжалом по Грузии, потому что против нас уже официально было столько людей. Viva professor!